8 июня отмечается День социального работника, но это сухая формулировка. Еще их, конечно, лучше подходит здесь профессия добрых сердец. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Ленара Иванова. Это министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Ленара Хакимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня говорим о социальных работниках. Наверное, это самая душевная такая профессия, да, которая есть. Это такая обширная формулировка. Но кто относится к социальным работникам? Спасибо большое, Роза, за вопрос. И вообще спасибо за приглашение, потому что на самом деле я всегда говорю, наши люди немножко всегда в тени. Социальные работники – это такое широкое понятие. При этом это огромная армия людей, которые ухаживают за престарелыми, пожилыми людьми, за инвалидами, детьми-инвалидами занимаются, реабилитацией в том числе. Они выплачивают денежку тем, у кого не хватает денег, да, то есть, как правило, это малоимущие, но есть у нас и выплаты, которые связаны не с малоимущностью. Это служба занятости тоже в нашей системе. Здесь же у нас и все учреждения, где люди проживают круглосуточно. Это для взрослых психоневрологические интернаты и дома-интернаты, пока они еще так называются, впереди у нас переименование в социальные дома. И это учреждения для детей. Это социальные приюты, это, ну, по-старому детские дома, теперь центры содействия семейному воспитанию. То есть там люди живут. Это еще и целая система так называемой службы семьи. То есть у нас центры семья и служба семьи в каждом районе есть. Еще и некоммерческие организации, которые занимаются вот этими всеми нашими категориями, пожилыми, инвалидами, детьми, многодетными семьями. Вот очень много некоммерческих организаций, работающих вот в этом секторе. Ну и скажу о наших партнерах. Это Социальный фонд России. Это тоже большая, очень огромная система, которая платит пенсии, обеспечивает техническими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением. Сейчас с учетом СВО огромное количество дополнительных выплат у них появилось. Кстати говоря, у нас тоже работы сильно прибавилось, то есть мы, ну, прямо огромный сегмент своего рабочего графика, да, своей работы отдаем именно этой теме. Ну, в общем, это получается в общей сложности 15 тысяч человек, которые занимаются вот непосредственно помощью людям. Достаточно ли этих людей для того, чтобы закрыть вот именно вопрос социальный, да, вот именно помощи для инвалидов, для всех тех, кто нуждается в социальных работниках? Вот смотрите, я так рассказала обо всех, кроме социальных работников непосредственно. Есть люди, которые на дому оказывают помощь, приносят из магазина еду, помогают в целом по дому и так далее. Там какие-то делают, ну, может быть, уходовые манипуляции. И вот именно эта должность называется социальный работник. То есть я про них почему-то не упомянула. Ну, по поводу нехватки нужно отметить, что у нас самая большая напряженность по кадрам это в наших стационарных учреждениях. То есть у нас, например, в стационарах, которые я вот назвала, социальные дома в будущем будут называться, где 7500 людей живет, это, еще раз, ПНИ и дома-интернаты. Там 25% вакансий, то есть там у нас порядка 1000, вот сегодня людей не хватает. А что касается самих социальных работников, у нас в деревнях, в сельской местности все хорошо, а вот в городах острая нехватка. То есть нам очень нужны социальные работники. И здесь самое главное быть именно, вот как я говорю, хорошим человеком, вот просто добрым человеком. Там нет больших таких вот как бы сложных требований, но мы очень ждем людей, которые готовы, любят пожилых людей, которые готовы прийти и поговорить. Кстати, у нас с некоторых пор, еще, по-моему, с 2018 года мы ввели такую услугу, как социальная няня. То есть помимо пожилых мы еще обслуживаем семьи с маленькими детьми, когда на 3,5 часа 2 раза в неделю есть возможность отпустить маму, допустим, там, не знаю, там, по своим делам в МФЦ к врачу и так далее, и наш социальный работник, няня, посидит. Это тоже такой небольшой, но тоже сегмент работы именно социальных работников. В общем, социальные работники нужны нам вообще по всем нашим учреждениям
очень требуются люди на самом деле. Вы сказали, что вот хороший человек, да, это Да, всё. хороший, добрый человек. А очень часто среди работодателей, знаете, такое выражение летучее есть. Хороший человек — это не профессия. А вот в данном А вот случае... в данном случае это профессия, это точно. Это есть- прям вот профессиональное требование, такое квалификационное требование, я бы сказала. Понятно, что в профстандарте так не написано, но вот просто по-другому не получится. Ну вот у нас работают только такие люди на самом деле. Много ли нуждающихся именно в социальных работниках? Вообще 35 тысяч человек ежегодно у нас проходит через руки социальных работников. Кроме этого, у нас еще появилась так называемая система долговременного ухода. Это люди, то есть на дому, вот, которые социальные работники на дому, они все-таки 2 раза в неделю, там по 2-3 часа, но не более. А вот система долговременного ухода подразумевает до 7 часов в день и почти каждый день. То есть там есть и 5 дней, и 7 дней в неделю. То есть это люди, которые требуют очень большого, пристального внимания и ухода. Надо сказать, мы вот эту систему реализуем на федеральные средства. В этом году 420 миллионов в республику благодаря этому поступило. И это мы трудоустроили 617 человек, из них 350 это родственники, которые ранее не работали. То есть они ухаживали за своими там, престарелыми и так далее родными, но ничего не получали от государства, при этом они были без работы. А вот мы их трудоустроили вот на эту работу, то есть они эту же работу делают, но уже за деньги. Ну, там есть, во-первых, контроль, во-вторых, ну, то есть есть определенное обучение, то есть не просто так, да, это технология целая. И сегодня 855 человек у нас под таким уходом, из них 44 человека — это участники специальной военной операции. К сожалению, ребята приходят, ну, сейчас приходят в основном по состоянию здоровья, требуется уход, и вот мы их берем на обслуживание. Хочу сказать, это вот тема, она все более и более становится актуальной. То есть вы спросили, насколько люди нуждаются, все больше и больше. Вот там, где СДУ, там у нас прямо, ну, к сожалению, очередь. То есть туда прям нехватка. Кстати, у нас очередь и в дома-интернаты, в психоневрологические интернаты. На сегодняшний день 400 человек стоят в очереди. Ну, 398 было вот на прошлой неделе. Каждую неделю, я цифру как бы эту уточняю, 398 семей вот, ну, уже подали все данные свои, все документы собрали, но попасть не могут, потому что места все забиты. У нас просто в этом плане, ну, не скажу катастрофа, но это очень большая цифра очереди. Это прямо... Причем, повторюсь, скоро нуждаемость будет еще выше. Ленара Хакимовна, но я думаю, что эти тенденции характерны не только для республики, наверное, по всей России. Абсолютно верно. По всей России это проблема, и поэтому Российская Федерация запустила проект за счет федеральных средств строятся новые корпуса, новые учреждения стационарного социального обслуживания. И совсем недавно, вы все, наверное, помните, как Ради Фаритович вместе с замминистра труда России открывали наш корпус в Эминляке. То есть это новый, современный, красивейший. Он, в принципе, может поспорить там с любым санаторием, да, то есть там очень хорошие условия. Аналогичный год назад был сдан в Благовещенском психоневрологическом интернате, и у нас, получается, вот такие замечательные объекты появились благодаря вот этому проекту, нацпроекту «Демография». И далее, это будет уже нацпроект «Семья», и далее мы тоже будем заявляться, в том числе на капремонт наших учреждений. То есть для всей России это характерно, и вот мы порядка 700 миллионов федеральных средств привлекли и 2 новых объекта ввели впервые в истории Башкирии. То есть до сих пор еще никогда за счет федеральных средств социальные учреждения не строили. Ленара Хакимовна, если говорить непосредственно о Министерстве труда, именно наверняка сравниваете показатели по России. Какие они у вашего ведомства? Ну вот если оттолкнуться от темы федеральных средств, мы 11 миллиардов привлекли в нашу республику только в 2024 году. Вообще, я так скажу, у нас был очень урожайный 2024 год. По средствам на комплексную модернизацию мы на первом месте в России. И вообще по показателям занятости, комплексную модернизацию службы занятости, и вообще по показателям службы занятости мы лидирующие позиции занимаем.
и по переобучению в оборонно-промышленном комплексе, и по другим ну, как бы номинациям, да, мы регулярно во всех конкурсах, которые федеральный центр, федеральный Минтруд проводит, берем как бы победные места, да, то есть и лучшие центры занятости, и лучшие проекты и так далее. То есть вот занятость прям у нас хорошо смотрится на этом, ну, как бы среди других регионов России. В прошлом году также мы были награждены как лучший орган исполнительной власти в сфере охраны труда. На 45% у нас снизился производственный травматизм, и ну, вот эта оценка для нас очень важна. Вообще, что касается сферы труда, по неформальной занятости мы очень неплохо работаем, тоже нас отмечают, и за последние несколько лет мы 5 с лишним миллиардов в бюджетную систему как бы вернули, и самое главное, людей вывели из тени, то есть легализовали, да, то есть был он без оформления трудового договора, теперь с трудовым договором сотрудник. Вот. Нужно сказать, что мы все время держимся на очень хороших позициях по негосударственному сектору. В прошлом году мы были на 2-м месте, в позапрошлом на 1-м месте, то есть все время как-то там в тройке. В лидерах. Да, в лидерах. И это очень хорошая тема, потому что вот если брать пансионаты ГЧП, то есть все, что вот, когда частный инвестор вкладывает деньги в то, чтобы стационарное учреждение открыть, ну, вот мы говорим дом престарелых или пансионат для пожилых, да, у нас сегодня 5 таких работает. И это самое большое количество в России пансионатов по концессии. То есть именно когда государственно-частное партнерство, то есть мы, министерство и инвестор, отрабатываем. И сейчас у нас в работе еще 3 объекта, которые, Бог даст, будут введены. И это как раз поможет нам эту очередь сократить, потому что новые вот такие Именлек и так далее построить — это огромные деньги, а тут берет частник, преобразует, реконструирует, допустим, бывшую школу. Вот сейчас у нас Кугарчинский район предложил нам школу-интернат свою как бы отдать. В Кушнаренковском районе прямо вот уже совсем-совсем близко. В Альшеевском районе мы ожидаем тоже вот на инвестчасти Ради Фаридовича, если одобрит, будет новый реабилитационный центр. Это уже детское учреждение. Но я хочу сказать, вот в этой части мы прямо, ну, прям гордимся своим, так скажем, положением. По социальному сиротству мы в десятке. На 22% у нас снизилось социальное сиротство с 2022 года. Это, с 2020 года на 22%. Вот, то есть мы также, могу сказать, вот это все дает определенный, так скажем, определенный вклад вносит в копилку нашего положения в рейтинге субъектов по качеству жизни. Мы считаем, что именно социальная отрасль здесь все-таки главенствующая, и по итогам прошлого года мы стали 10-ми в стране. До этого были 25-ми, потом мы были 12-ми, вот в прошлом году стали 10-ми. Это, конечно, очень, ну, как бы хорошее место, хорошая компания, очень крутых регионов. И надо сказать, что именно все, что связано с состоянием, я бы сказала, такой, знаете, социального климата, какого-то социального самочувствия людей, это замеряется вот в этом рейтинге, это очень важно. А вот именно в этой части, конечно, очень многое зависит именно от наших служб. Спасибо огромное, Ленара Хакимовна, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, какие сейчас есть достижения и к чему, самое главное, есть стремиться. Спасибо. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.